Ты чего это? Что тебе не спится? Ты вот что, жена, завари мне чай. Чай заварить нетрудно. Ты бы еще поспал. Утренний сон самый сладкий. А утром я тебе и чай подам, и молочка вскипячу, и сметанки поешь. Утром будет утро. А сейчас я хочу чаю. Понимаешь, чаю. Сейчас. Ну что ты, словно маленький уперся. Иди поспи, не рви свою душу. Значит, мне не будет чаю. Доброе утро. С добрым утром, дочка. Мама, вы идите, я сама чай подам. Хорошо. Окул Грек. Я кому велел чай мне подать? Не все ли тебе равно, кто его подаст? Уведи. Что ты? С ума ты, что ли, сошел? Что там у вас? Видишь, сынок, как твой отец со мной. Слова ему не смей сказать. Как же жена перечит? Ты чего расплакалась? Ну-ка, иди к себе. А ты зайди ко мне. Кто она? Чья дочь? Откуда? Ну, чего ты молчишь? Не могу понять, о чем ты. Спрашиваешь. Ничья она? Ничья. Так не бывает. Сирота. Родителей не помнит. О, не помнит, говоришь? Стало быть, твоя жена подкидыш. Отец, ты выражение выбирай. А ну, сядь. Какой вспыльчивый. Думал, сын вернется, женю его, устрою, как положено, свадьбу. А ты что выкинул? Мальчишка. Хочешь устроить свадьбу? Пожалуйста. Да разве дело в свадьбе? А в чем же? Ведь я Чары-ага уже слово дал. Вчера только говорили. Как мне на глаза ему сейчас появиться? Научиться уехал, пусть так. А что говорить теперь? Перед соседями, перед аулом как оправдаться? Отец, ну что ты пристал к мальчику? Ведь сделанного не воротишь. Что себя мучить без конца? Может, все к лучшему. Не вмешивайся.
Отец, ведь ты ее совсем не знаешь. Она хороший, добрый, умный человек. Хороший человек, добрый, умный. Запомни, мужчине хвалить собственную жену должно быть стыдно. Да если бы она такая хорошая и умная была, она бы никогда так не вошла в чужой дом. Как это так, отец? Ее в этот дом я привел. И вовсе не в чужой, в свой дом. Или теперь и я в этом доме чужой? Если человек хочет в какой-то дом войти, он должен у хозяина разрешения спросить. А у меня она разрешения не спрашивала. Выходит, нам уходить. Понимаю. Только напрасно ты меня этим запугиваешь. Ты уже из родного дома уходил. Ладно. Нам больше не о чем говорить. Одевайся. Уезжаем. Чего улыбаешься? Одевайся, сказано. Ты такой смешной. Я тебя никогда не видела таким злым. Дурачок ты. Ты знаешь, как это называется? Разозлился бедняк на блоху и сжег одеяло. Жерен, мне совсем не до шуток. И мне не до шуток. Мать твоя меня приняла. Я обрела мать. Обрету и отца. Я переступила порог этого дома раз и навсегда. Ушли. Совсем ушли. Ой, отец, поди сюда, ушли. Как ушли? Дверь заперли, в окно ушли. Чурбан ты. Старый ты верблюд. Единственного сына. Вышел из дома. Доволен. Хорошо здесь на канале. Правда? Тут раньше родник был великолепный. Отец сюда часто меня приводил. Я еще мальчишкой был. А в войну, оказывается, отцу все время во сне наш родник снился. А теперь здесь канал.
Ходит в таком виде добрый, умный человек. Бесстыжая она. Колхоз у нас очень богатый, и председатель замечательный. А вот культурой заниматься его не уговоришь. Джерен, взгляни-ка, это Сары-ага, наш чайханщик. По совместительству сторож, завхоз и заведующий клубом. Сары-ага, какие сны вам снятся? Какие сны могут сниться в моем возрасте? Снится молодость, такие красавицы, как вы, что я сам красавец. Пойду-ка чайку всем заварю. Спасибо, Сары-ага, мы чай пить не будем. Это новая заведующая клубом Джерен. Бедная. За какие-то провинности ее отправили сюда. Что она тут будет делать? Вместо меня чай подавать? Что вы, Сары-ага, разве у вас кто-нибудь может заменить? Идемте-ка, девушки, я вам хоть клуб покажу. Сары-ага, что вы ищете? А, ключи. Они же у вас на шее висят. Ай, голова совсем стала дырявая. И никому до этого дела нет, доченька. Ты сама посмотри, видишь? Вот. Ай. Гунча, а вас, молодежь, совесть не мучает? При чем тут молодежь? От нас ничего не зависит. Да. Ну, спасибо, Сары-ага. Тебе бы к председателю пойти, доченька. Без него и все равно дело не сдвинется с места. Не говори только, что я сказал.
Да поймите, Айдак Деоразович, у меня... Ты мне байки не рассказывай. Работать нужно по-настоящему. Сколько я тебе втолковывал. Ты мне какой котел привез, только плов в нем. Ну, варить. нету других котлов, нет. Мне мощная котельная нужна, пойми. Я ведь должен отапливать детский сад и школу, фермы и Да, больницу. я понимаю. Между прочим, еще и твой дом. Что я вам рожу, этот котел? А это меня не интересует. Достань хоть